Любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и годный по состоянию здоровья, обязан отдать долг родине и отправиться на срочную военную службу. Или же он имеет полное право поступить на военную службу по контракту и получить все необходимые льготы. Об этом идет речь в зале. Собравшимися говорят о важности прохождения службы, ответственности и надежде, которую на них возлагает вся страна. Для них это не только долг, но и полезные навыки. Закаленный характер, собранность, пунктуальность, командная работа. Мухарбек Ахильгов на втором курсе пожарно-спасательного колледжа. Парню 18 лет, и он отдает больше предпочтений срочной военной службе. По учебе там нормально, если у меня получится там в колледже все уладить, я на весенний призыв собираюсь пойти в армию. Служба в армии дает тебе закалку своего рода, и ты учишься с оружием обращаться хорошо. Для меня это хорошо, вот насчет других, я не знаю, у каждого за свои взгляды. Но я считаю, что нет ничего плохого, если ты поймешь, пойдешь в армию. Основная цель сегодняшней встречи – это развеять слухи о службе. Например, о том, что срочников перенаправят в зону специальной военной операции. Представители военкомата объяснили, что это не так, и в зону СВО отправляют только тех, кто заключил контракт, и только военнослужащих с хорошей военной подготовкой. Также будущим защитникам Родины рассказали о привилегиях, которые их ждут. Для срочников это льготы на услуги здравоохранения, единовременное пособие по беременности жены, ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет. Для служащих по контракту жилищные субсидии, получение бесплатной медицинской помощи, предоставление льгот в сфере налогообложения и многие другие. Ибрагим Гулиев хоть и знал об этом, но считает, что такие беседы необходимы молодежи. Парень для себя выбрал срочную службу и призывает других отдать долг родине. Сейчас является необходимостью получить военный билет, потому что если у тебя нет военного билета, у тебя все пути закрыты. То есть тебя не возьмут никуда на работу без этой корочки, без военного билета. Как ты считаешь, готов ты для срочной военной службы? Эти основы мы сами изучаем в нашем колледже. Разброска, сборка автоматов, строевой смотр. Такие основные моменты я знаю. Я считаю, что там будет такое, с чем я не справлюсь. Разница между призывом и службой по контракту в том, что во втором случае это полностью добровольное решение. Если ты отдаешь предпочтение контракту, то призыву срочной службы не подлежишь. Узнать более подробную информацию можно в военном комиссариате. Там проведут консультацию и дадут ответы на все вопросы. От мотострелков до летчиков заключить контракт и заступить на военную службу можно в различные войска. Здесь сам обратившийся выбирает, где и в качестве кого ему служить, при условии наличия всех необходимых навыков подготовки и специальности. Ахмед Илиев на втором курсе. Для себя он уже выбрал службу по контракту. По окончанию учебы пойти в армию. Я до этого хотел по контракту. В дальнейшем я смогу устроиться на работу по окончании армии. Также там еще есть много других привилегий. Служба в армии – это школа мужества. Очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Данное мероприятие необходимо для молодежи по призыву. Сейчас, как сказать, война, да, нахбист, сагвис, сказать, защитник виз. А в данное время люди никто не знает, как водить грузовик, не знает, как автомат в руках держит. Да, момента, что-то ситуация будет у нас, не будет защитника, у нас не будет именно наш Ингушетии, не будет Родины. Такие исходы граждан по призыву к службе в армии и по контракту проведут во всех школах, вузах, СУЗах и домах культуры. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.